Назовитесь, пожалуйста, чтобы вас Да, меня зовут подписали. Махмудов Артур, я руковожу продуктом компании «Атом», отвечаю за то, чтобы машина была востребована у физических и частных лиц. Мгм. Расскажите вообще о проекте, как давно реализуется, как давно создается, когда был старт. Мгм. Это российский электромобиль, который полностью производится в России, собирается. а, Электромобиль для современного городского жителя, запас хода 500 километров, довольно динамичный, быстрый, разгон до 100 километров за 7 секунд, полностью своя электронная архитектура и операционная система. Мгм. Скажите, вот когда он выйдет в массовое производство? Массовое производство он выйдет в середине 2025 года. В середине 25 года. Сейчас в России довольно, в отличие от Европы, не так много станций, где можно зарядить автомобиль. То есть, допустим, от Москвы до Питера, насколько я знаю, там буквально несколько только этих. Дальше, допустим, в центре России уже проблематично с зарядками. Как-то Атом работает над увеличением количества? Да, мы активно общаемся со всеми крупными игроками, которые занимаются электрической инфраструктурой, и планируем ее в том числе развивать. Также дополнительно каждый человек, который будет покупать наш автомобиль, опционально будет иметь возможность заказать себе зарядку, поставить ее себе либо в свой частный дом, либо в место, если есть на парковке, ну и, собственно, иметь ее в личном пользовании. Мгм. Скажите, а какая примерная цена будет у автомобиля на выходе? Это пока коммерческая тайна, цену мы не раскрываем, но она будет в среднем ценовом сегменте намного доступнее текущих электромобилей, которые есть на рынке. Да, раз уж заговорили про текущие существующие электромобили, скажите, в чем плюсы именно Атома, в чем отличие Атома от уже существующих автомобилей, то есть какие-то плюсы, минусы? Основное отличие — это наличие полной собственной электронной архитектуры и собственной операционной системы, которую мы разрабатываем вместе с Касперским. Соответственно, мы превращаем автомобиль в полноценный гаджет, потому что человек, например, имея свой идентификатор, сможет, например, садясь в любую каршеринговую машину, автоматически она будет подстраиваться под его стандартные интерфейсы, нужды, настраивать зеркала, сиденья и так далее. То есть, по сути, это будет полноценный гаджет, которыми пользуются телефонами, с уникальными настройками, которые всегда будут подстраиваться под своего хозяина. Мгм. Скажите, а автопилот будет реализован в рамках операционной системы? Или... Да, у нас есть большая команда, которая занимается ADAS, средствами помощи водителей, которые будет в том числе разрабатывать автопилот. Но автопилот будет ближе к 30 году. В 2020 году. То есть первые 5 лет придется еще самому рулить. Да, но при этом машина оснащена большим количеством датчиков, и для того, чтобы использовать в будущем автопилот, не нужно будет обновлять машину. Мгм. Будет Хорошо. просто обновляться ПО, которое позволит при его обновлении использовать этот сервис. Мгм. Вы сказали, что автомобиль производится в России, то есть все детали, начиная от шины, заканчивая, допустим, всей электроникой, они исключительно в России, и никакие зарубежные детали не используются. И он производится в России, но локализация на уровне компонентов 50-60%. Не все детали, конечно, будут из России. То есть 60% из России, а остальные 40% из Китай. Китай. Все, хорошо, спасибо.